Занавес. Глазам зрителей предстает другой мир. Загадочный, фантастичный, где главные герои определяют для себя самые важные ценности. Кто они? Какие ценности в приоритете? На глазах сцена приобретает совсем другой вид. Очередной виток повествования. Постепенно раскрывается замысел сценариста. Спектакль-мюзикл «Гость с другой планеты», поставленный ребятами детского центра дополнительного образования, собрал полный зал. Аплодисменты не смолкали. Это не первая работа Никиты Светлолобова, но первый спектакль, где актерами основного состава были школьники. Идея пришла, на самом деле, еще давно, потому что тема фантастики, она меня интересует с детства. И сейчас я решил объединить какие-то актуальные темы, потому что тема, опять же, объединения, тема дружбы, она актуальна как сейчас, так и всегда. Но и просто я посмотрел вокруг, увидел много талантливых людей, ребят, которых хочется в чем-то задействовать, чтобы мы сделали какое-то одно общее дело, показали его людям. На самом деле это смесь разных фильмов, разных книг, мультфильмов в том числе. То, что я смотрел в детстве, наверное, это какой-то отпечаток во мне оставило, и сейчас... И не могу назвать какое-то одно определенное произведение. Здесь целый симбиоз разного. То есть это все рождалось как-то уже в процессе написания сценария, приходили идеи. А откуда они пришли, я понимал уже чуть как бы позже, да, потому что это все было откуда-то оттуда, с подсознания. Действительно, юные актеры блистали. Настолько ярко они передали эмоции, настроение, характер своих героев. Такая игра не всегда под силу профессионалу, но это молодость со всеми лучшими ее проявлениями. Это вообще волнительно? На самом деле, да, потому что у нас в спектакле было задействовано около 30 человек. Да, и большая часть это несовершеннолетние дети. Но при этом, даже несмотря на юный возраст и на какую-то неопытность в чем-то, все проявили себя как настоящие профессионалы. И это меня очень сильно удивило, потому что изначально я очень переживал, что ничего не получится, так как все-таки, когда ты делаешь спектакль на большой сцене, то в нем должны участвовать, ну, как правило, профессионалы. Да, или хотя бы люди с каким-то опытом, а здесь очень много дебютантов, и я на самом деле, я до сих пор нахожусь в каком-то потрясении, что они вышли, и просто они жили на сцене, это нельзя назвать даже игрой. Пришелец с далекой планеты попадает на Землю, где он встречает не только настоящих друзей, которые приняли его необычность и способности, но и тех, кто категорически против присутствия на Земле другого. Великолепно отыграла Рената Шафиева. Она настолько вжилась в роль, что смогла выстроить полный ролевой сценарий. Всего масштаба моей задумки вам все равно не постичь. Жаль, вы не увидите, чем все закончится. На самом деле, утверждает Рената, она совсем не такая. Показывай! Роль все-таки отрицательная. Вот какую роль интереснее играть? Ну, не знаю, наверное, ту, что как в жизни, вот я так точно никогда не смогу себя вести, вот так вот стрелять, ходить, топтать. Ну, это опыт, хороший опыт. Наверное, все-таки злодеев. Не знаю, мне так кажется. Ты какая? Не такая. Полная противоположность. Чувство, наверное, гордости, что мы такое смогли сделать. За небольшие сроки такой опыт. Это не передать, наверное, словами. Сколько готовились? Ну, около месяца, вроде как, где-то так. Да, с момента, как начали первые репетиции. Да, все эти, почти что каждый день проводили за репетициями. А вот роль Киры, которую играет Лена Жаркова, наоборот.
признается она, как будто под нее написано. Кира, ты нормальная? А если бы он проснулся? Он не проснулся ведь? Что там в этой... Насколько было тяжело? Да было не тяжело, мы все со всеми рабочими, со всеми актерами сразу поймали общий язык. И все, и было легко, мы понимали друг друга, помочь, не помочь, поэтому все очень спокойно прошло. Твоя роль тебе близка? Да, ее под меня писали, как я поняла. Прям очень близкая роль. Я играла девочку Киру, вот, я была его близкой подругой. С Савелием сразу подружилась, не испугалась его, Стэна точнее, и все. Шутница, веселая все время. Как ты считаешь, какая главная идея? Главная идея — это то, что нужно дружить, неважно, кто какого там, он инопланетянин или инопланетянин, мы друзья, и все. Конечно же, мы не могли не переговорить с самым главным героем, пришельцем. Все-таки не всегда есть возможность пообщаться с инопланетным разумом. Но что произошло? Появился ты, Стэн, и твои друзья, и судьба этой планеты сложилась иначе. Стэн Атерус Элеонор Рейнума. Участвую в спектакле «Гость с другой планеты» было очень интересно. Это, получается, испытал такие некие эмоции, которые прежде не испытывал. Было волнительно, конечно. Это вот все эти вот репетиции, вот день за днем приближалось 13 апреля, было очень волнительно. Как выступим, как все проведем. Вот это вот, да. Ну, само собой удалось. Я в него полностью вжился. В эту роль, получается, пришельца. Какая самая главная идея на твой произведение? Еще раз? Какая самая главная идея? Как ты считаешь? Ну, вообще, главная идея, это, прежде всего, дружелюбие, помогать друг другу, все в этом духе. Наверное, что мы все разные? Да, да, в первую очередь люди все разные. И надо, если даже человек, если вот люди отличаются друг от друга, должны быть сплоченные, пакости друг другу не делать разные. Мир спасет не просто добро, но и умение находить общее, даже если все говорит о обратном. Идея стара, но очень актуальна и сегодня. Однажды он сказал: твой полет всего лишь сон, и ты так не стал таким, как он, и по земле Конечно, зрители – самые беспощадные и справедливые судьи, от их глаз не укроется ни один промах. И зрителям тоже очень большое спасибо, что они так тепло приняли нашу постановку. Вот я стоял за кулисами и слышал реакцию, слышал аплодисменты. Прежде всего направлены, конечно, нашим актерам. И это очень приятно. Это очень приятно. И вот сейчас, я думаю, все мы понимаем, что это все было сделано не зря. Песни исполняли Егор Сиглаков. Аплодисменты долго не смолкали. Дети и взрослые. Удовольствие получили все. Спектакль нам очень понравился. Даже детям. Нас сюда вообще притащила наша дочка, и мы не пожалели совсем. Он такой насыщенный, живой, динамичный. Зрителя, как говорится, захватывает. И даже как будто немножко не хватило. Здесь у меня снимаются, получается, в данном спектакле сестры. Это Елена Жаркова и Юлия Жаркова. Они участники Альтаира, посещают детско-юношеский центр. Вот. Хотел бы выразить благодарность
Никите Светолобову, который поставил данный спектакль. Очень все интересно и понравилось. А просто как зритель, допустим, ты не брат. Да, конечно, все очень понравилось. Спектакль очень интересный, очень смешной. И всем советую посетить. Надеюсь, данный спектакль будут показывать еще раз на БИС. Тебе понравилась игра? Да, очень. Что было самое, кто был самый волнующий момент? Этот инопланетянин так блестел, завораживающий. А что самое доброе в этом спектакле? То, что надо хранить своих друзей и беречь. То есть ты считаешь, что друзья это самое-самое, да? Да. Не менее довольна и одна из самых юных зрительниц. Может, она не все поняла, но главное, запомнит надолго. Рядом надежное плечо дяди, вместе с которым не страшны любые события. Кстати, Ярослав не менее талантливо передал своего героя, агент Арчи. Тебе самому спектакль понравился? Мне, участвовать понравилось. Интересно было? Очень. Весьма и весьма. А тебе понравилось смотреть? Здорово было? Еще придешь? Конечно. Тебе вот сколько лет? Скажи. 2 годика. 2 годика. А как тебя зовут? Шамия. Как? Диана. Фанова. Такой вот получился спектакль. Яркий, добрый. А главное, он показал, наши мальчишки и девчонки ничуть не изменились. Они готовы познавать и видеть новое. Увлеченно общаться не только по сотовой связи и делать жизнь ярче не только себе. Если повторить и создать новое. На самом деле, да, вот сейчас я понимаю, что надо еще что-то сделать с этими ребятами, пока они здесь, потому что многие, к сожалению, учатся сейчас в 11 классе, и вот уже через несколько месяцев, через 2 месяца буквально они уедут из Алекинска, и может быть, мы успеем здесь что-то еще поставить, посмотрим. Я был бы очень рад. Если будет спрос, то, конечно, мы сделаем повтор. Да. Если будут желающие, то обязательно. Мы сделаем еще лучше. Дружба спасет мир.